Джонни или Джонни Ча? Мне сказали, и Джонни Ча будет, и Джонни. У нас только 18 плюс на сегодня. Воу, воу, воу. Почему бы не потусить, да? Как это? Ай, так, я думаю, не. И когда ты придешь ко мне. Как по-настоящему зовут Джонни? Я не знаю. Не надо стесняться. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск блога «Не надо стесняться». У нас сегодня несколько необычный выпуск, ночной выпуск. И сегодня мы находимся в клубе «Лофт», который празднует свое 3-летие. И на это 3-летие приехал никто иной, как сам Джонни. Ну, вы его знаете, комета, аллея, звезда, ну и все такое. Ребята, с вами ваш покорный Умит Абдулаев и Бузург. Вы готовы? Погнали, глянем, что там внутри происходит. Let's go! За моей спиной, по-настоящему праздничная атмосфера, по-настоящему предновогодняя, 2020. Ну, будем надеяться, что 2020 год будет очень крутым. Ну, а прямо сейчас давайте уже зайдем вовнутрь. Дело в том, что тут очень долго идти от, входа в зону лофта до входа в сам лофт. Ну, глянем, что там. По крайней мере, радует, что народу сегодня очень много. Это говорит только об одном. Будет очень весело, будет очень круто, нереально интересно. Ну и, как говорится, возьмем у кого-нибудь интервью, пообщаемся с людьми, с народом. Друзья, через некоторое время, буквально через пару шагов, мы уже будем непосредственно в самом лофте. Ну а сейчас вот этот коридор, который с двух сторон просто увешан какими-то шестеренками. Не знаю, конечно, что это обозначает. Вот, но достаточно креативно и очень круто. Сейчас мы пойдем вовнутрь, пообщаемся с людьми, возьмем интервью и, естественно, спросим, что же люди знают о Джонни, есть ли у него настоящие фанаты и кто сегодня пришел чисто так провести время, от нефиг делать. Добрый вечер, дамы и господа. Ночной клуб «Лофт» показывает новый уровень, лучшую атмосферу и, конечно же, безбашенную шоу-программу. Ну что ж, друзья, это блог «Не надо стесняться», и мы не постеснялись подойти к моему старому товарищу, другу и коллеге по цеху, КВНщику Нозимджону Раджабову. Нозимджон, салом! Салам, Умиджан, всем привет, всем, кто смотрит сейчас это видео, всем большой салют. Нозимджон, это блог «Не надо стесняться», поэтому, брат, давай-ка нам ответь честно, ты чего ради сюда пришел? Ты поклонник Джонни вообще, или ты пришел просто сюда время провести? Мне позвонили друзья, коллеги, сказали, хочешь мы тебе найдем Джонни? Я сказал, Джонни или Джонни Ча? Мне сказали, и Джонни Ча будет, и Джонни. Я сказал, без проблем, куда? Сказали, приходи в лофт, и вот я здесь. И тут очень много Джонни Ча, даже Джонни есть. Ладно, не стесняйся сегодня отрываться. Друзья, блог «Не надо стесняться», мы погнали дальше. Рядом со мной стоит один из людей, которые, не знаю, виновники сегодняшнего, наверное, торжества, да, это Фред из каких, бро? Занджабиль, бро. Ну, типа перцы, таджикские перцы, йоу. Ладно, вот скажи мне, ты фанат творчества Джонни? Да, конечно. Давай сыграем тогда в игру. Я называю тебя одну строку из любой его композиции, а ты ее продолжаешь, окей? Нет, вот это для меня сложно, потому что у меня всегда организационные вопросы. А так подпевать, слушать, вот эти, это не моя часть. Ты сказал, что ты фанат его творчества, поэтому ты попался на крючок. Итак, Я смотри. фанат того, что как он собирает залы, вот поэтому. Окей, но все равно ты попался на этот крючок. Смотри, если ты отгадаешь продолжение строки, ты лично от меня получаешь братский рахмет. Хорошо, давай, слушай, брат. Итак, давай, смотри, какая песня. Воу, воу. Молодец, братский рахмет. Все, угадал продолжение. Серьезно, я так долго думал об этом, и молодец. Ну все же я угадал. Красавчик. Встречаем во второй раз повторный концерт Джонни! Всем привет! Всем привет! Как настроение? Ну что, давайте попоем сегодня вместе. Как тебя зовут? Мухаммад.
Мухаммад, очень приятно. Скажи мне, пожалуйста, ты поклонник творчества Джонни? Ну так себе. Так себе, да? Какие его песни знаешь? Комета мне нравится. Очень нравится. Давай тогда сыграем с тобой в одну игру. Я тебе назову одну строку из песни «Комета», а ты ее продолжишь. Если ты ее продолжишь, то получишь от меня братский рахмет. Как тебе такое? Заебись. Отлично. Итак, мы начинаем игру. Ведь без тебя дико мне так. Я лечу словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя. Классно, отлично. Друзья, блог «Не надо стесняться», не постеснялись подойти к красивой девушке. Как тебя зовут? Беназир. Крутое имя. Одно из моих любимых имен. Хоть и слышу его всего второй раз в жизни. Окей, Беназир, скажи нам честно, ты поклонница творчества Джонни? Да. Раз ты поклонница творчества Джонни, то давай сыграем с тобой в одну игру. Окей. Если ты отгадаешь то, что я тебе загадываю, если ты ответишь на все вопросы, ты получаешь от меня братский рахмет. Хорошо. Договорились? Окей, давай. Итак, настоящее имя Джонни. Я помню. Давай, вспоминай. Не знаю. Вот оно, настоящая истинная поклонница. Окей. Я его песни слушаю, а так биографию не... Друзья, мы продолжаем не стесняться подходить к красивым девушкам. И как тебя зовут? Мумтаз. Очень приятно. Слушай, у меня к тебе вопрос. Ты поклонница Джонни или нет? Да, очень. Ты сегодня ради него пришла или просто делать было нечего? Ради него, конечно. Ну, раз ради него пришла, тогда я задам тебе пару вопросов про Джонни. Как его настоящее имя? Джахид. Молодец. Какого он года рождения? 96-го. Отлично. Сыграем еще одну игру. Я буду называть, значит, первые две буквы названия его песен, а ты будешь продолжать. Готова? Итак, смотри. Окей, смотри. Итак, первые две буквы. К. Комета. Молодец. Ал. Аллея, аллея, аллея. Отлично, супер. Зв. Звезда. Супер, молодец. Держи. Тебе мой братский рахмет. Молодец. Значит, мы продолжаем не стесняться. Себе поаплодируйте громко, душом Мы находимся рядом с очень крутым МС, который... МС Рейн, друзья. Как тебя на самом деле зовут? Меня зовут Рустам, я прилетел, третий год точнее, прилетаю из Бишкека, из Кыргызстана. Фактически уже живу здесь, это моя вторая родина, я так считаю, поэтому люблю это место. Вот так. И спасибо за гостеприимство народу Таджикистана, это правда. Это круто. Слушай, я думал, ты местный, серьезно. Не, у меня мама африканка, отец цыган. Рели? Да. Ну ты прям крутой, серьезно. У тебя ты очень круто ведешь, очень круто за. Как это? Ай, да, ребята, я научился новую фишку. Все, давай еще раз. Дыш, все, отлично, круто. Окей, скажи мне, ты лично сам поклонник творчества Джонни? Очень. Прям очень любишь? Большой фанат. Ну, я сентиментальный человек, поэтому до слез прям вот не могу вообще. Отлично, он уже рыдает. Окей, ну смотри, давай заставим тебя поплакать еще больше. Спой нам припев песни «Комета». Ну, я спеть не смогу, я зачитаю, наверное. Давай, хотя бы зачитай. Ну, там что-то «Все без тебя не так, лечу к тебе словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя и найду тебя». Это не угроза была, бро. Чувак, я на самом деле немного испугался. Просто ты так сказал, найду тебя и тебя. Это было немного страшно. Учитывая еще, что ты просто гангста-нига. Отлично, супер. Рустам, тебе спасибо большое. Зажигай дальше. Ты очень крутой чел. Все.
Друзья, не отходя от столика, как говорится, к нам подошел Никрус. Его практически весь Душанбе знает. Да что там весь Душанбе? Его весь Душанбе знает. Окей, Никрус. Никрус сегодня работает в паре с Рустамом. Они просто зажигают нереально. Скажите, ребят, вот честно, вот вам обоим вопрос. Откуда у вас столько энергии? Вы прям прыгаете и прыгаете. Я, если честно, не знаю, потому что, видя вот этих ребят, которые зажигают сейчас наш танцпол, у нас просто получается изнутри какой-то всплеск эмоций и позитива. Это невозможно объяснить словами. Лучше ты скажи. Если мы это не начнем, они это не поймают. Наша задача как раз зажечь их. Но 50% нашего сумасшествия и нашей энергии это зависит от нашего народа. А так как сегодня собрались самые безумные ребята города Душанбе, танцпол взорвется, это точно. В общем, я так понимаю, энергии у вас просто предостаточно. Спасибо, да, есть такое. Это круто. Скажи, вот, Никрус, я знаю, что ты у нас поешь. Да, конечно. А пьешь? Да, конечно. Будь честен, скажи правду. Да, будь честен, это блог, не надо стесняться, Да, Никрус, есть такое, поэтому... почему бы и нет, да. Да, отлично, супер. А скажи мне, пожалуйста, вот ты насколько вот по шкале от 1 до 10 любишь творчество Джонни? Думаю, где-то 15. Где-то Честно, 15. есть такое, да. Супер. Тогда вот мы сейчас вот Рустаму тоже задавали такое задание, спеть куплет из его песни «Комета». Всё. Но тебе мы зададим куплет из песни «Аллея». Давай. А я все думаю, не я, никого мне ради. Она ярче огни, те же светят по ночам, среди старых аллей, гуляю, думаю, не я. И когда ты придешь ко мне, я тебя не отдам, никому не дам. Я, походу, на твой концерт пришел сегодня. Отлично. Окей, и пусть Никрус спел припев, а не куплет, это было круто. Рили, бро, тебе спасибо большое. Друзья, мы не стесняемся подходить к красивым девушкам, тем более сегодня их очень много. Как тебя зовут? Валерия. Валерия. Это очень красивое имя. И давай сыграем с тобой в игру. Я тебе буду задавать вопросы про Джонни, а ты постарайся на них ответить. Если ты отгадаешь, то ты получишь от меня братский рахмет. Идет? Ладно. Окей, Валерия, как по-настоящему зовут Джонни? Я не знаю. Первый провал. Окей, продолжи Я его. не такая прям его фанат, но мне нравится его музыка. Раз музыка, то давай по музыке. Окей, смотри, я назову одну из строк из его композиций, а ты просто продолжишь, что дальше. Окей, договорились? Хорошо. Окей, смотри. Среди старых аллей. Гуляю, думаю о ней. Отлично, супер, давай едем дальше. Ведь без тебя дико мне так. Ты просто подойди ко мне, да. А дальше? Я знаю, будет наше это лето. Дальше давай я продолжу. Ведь ты моя. Ведь ты моя, да. Ведь без тебя дико мне, да. Отлично, супер. Дико мне, да. Скоро Новый год. Что ты пожелаешь Джонни в новом году? Больше новых альбомов и еще больше успеха. Отлично, круто. Валерий, тебе спасибо большое. Для этого блог не надо стесняться. Мы едем дальше. Друзья, рядом со мной стоит никто иной, как хостес этого заведения Лофта. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня Обида. Умида? Обида. Обида. Скажи мне, пожалуйста, какой сегодня контингент в основном приходит? От скольки до скольки лет? У нас только 18 плюс на сегодня. Так как у нас день рождения Реста-клуба Лофта, нам 3 года. И контингент очень крутой, очень жаркий. Внутри, как сами видите, очень круто и очень весело. Очень весело. Это сегодня.
Отлично, супер. А скажи мне, ты сама поклонница Джонни? Конечно. Сыграем в игру? Давайте. Отлично, супер. Смотри, я называю первые две буквы названия его песни, а ты продолжаешь. Договорились? Да. Окей, ЗВ. Звезда. Отлично. К. Какой? К. Комета. Ал. Аллея. Отлично. Пу. Ну. Название из двух слов состоит. Пу. Я не помню. Да ладно, пустой стакан, ну. Бармен. Отлично, ну по-любому, Албеда, ты получаешь от меня братский рахмет. Тебе, как говорится, отличной ночи и не уставать, нервов тебе побольше. Блок не надо стесняться, мы продолжаем. Окей, друзья, мы продолжаем наш блок, и рядом с нами тоже один из популярных людей, да, Таджикистана, не побоюсь этого слова, Матеуш, да, я не ошибаюсь? Да, братан, ты так представил, я покраснел, но я черный, не видно этого, брат. Окей, я тоже черный, так что все, делегация черных. Оператор тоже черный. Ну, в принципе, что ты хочешь, блок черных, как говорится. Скажи, Матеуш, пожалуйста, ты сегодня чего ради пришел? Просто время провести или посмотреть на Джонни? Если честно, вот пацаны позвонили, я футбол смотрел, уже собирался спать. Почему бы не потусить, да? Молодые еще. Молодые, ну действительно, молодые, всего лишь скоро 30 лет, молодые в душе. Окей, скажи мне, пожалуйста, ты в курсе, что сегодня у Лофта 3-летие? Да, конечно. У тебя есть прекрасная возможность поздравить Лофт. Лофт, я поздравляю вас с этим, как его, юбилеем. Желаю, чтобы у вас коллектив был сплоченный, просто мощный. И мощных вам вечеринок, чтобы мы всегда приходили и уходили с улыбками. Отлично, супер, Матеуш, тебе спасибо большое. Мы продолжаем дальше, а это был Матеуш. Спасибо огромное, друзья. Народ, вот и подошел к концу и блок «Не надо стесняться», и концерт Джонни в Реста-клубе «Лофт». 3-летие прошло действительно на должном уровне. Джонни сегодня зажег, спасибо ему огромное. И в будущем 2020 году, уже наступающем, что мы можем пожелать? Всего самого наилучшего каждому из вас, чтобы вы никогда не стеснялись начинать что-то, делать что-то и, естественно, браться за что-то новое. Друзья, Джонни, спасибо. Реста-клубу «Лофт», процветание, 3-летие – это не предел. Всем пока, с вами был ваш покорный и наш оператор Бузург. Все, всем самого наилучшего. Блок «Не надо стесняться». Увидимся в 2020 году. Пока. Не надо стесняться.